Теперь мы будем кушать, теперь мы будем пить. Мы хотели. И, к сожалению, чебуреков тоже пока нету. Бассейн есть. Поэтому будем кушать похлебку. Она тоже вкусная, она тоже классная. Но мы все-таки в конце вечера ждем. Ты по что? Холоп! Уху рыбацкую похлебкой обозвал! Был бы мотор помощнее, бы сейчас показал уровень. Ну, друг, ну вот, что он делает, а? Вот перебрал немножко лишку на рыбацкого и все, понеслось. Сказал, что рыбу так догонит. Море, говорит, по колено. Да. Правильно, говорит, он поперек ветра гоняет, да, Леш? Не. Опа! Вот. Думаю, у этого чувака опыта столько нахуй. Не, ну он в любом случае водолаз. Костюм понятно, не вижу у него этого спа-жилета. Есть же или нет? Офигеть. Не. Вы, друзья, не подумайте, это друг не наш друг, это не с нашей компании. Наши нормально сидят на плоту. Экстремист, говорю. Экстремалы есть экстремалы, но я считаю это безбашенный. Хотя ощущения, наверное, острые тоже, да? Поинтереснее нас. Тем более, когда вот так вот поднимает. Нырнул? Нырнул? Нет? Нет. Не нырнул. Он переворачивается просто. Вот тогда вот первый раз нырнул. Да. Самое жопа, если он у него, блядь, вот сейчас упадет, он что-то... Он часто заныривает, не может выйти. Олежа, трубу, пожалуйста, оттуда. Его капитально дергает, смотри. Приехал, угорел, да? Не, да. Может быть это красиво, может быть это экстремально, может быть это круто. Но мне это нафиг не надо. Я никогда не буду таким заниматься в жизни. Я лучше вон спиннинг покидаю. Смотри, даже прыгает, да? Да пусть прыгает. Это кузнечик. Для истории. Сплава нет, клёва нет. Ребята решили сделать баню. Я не знаю, что получится из-за этой затеи, мне самому интересно. Самое интересное, как туда все вместе поместимся в эту баню. О, 3 человека. Выше. Нет, я один пойду. Я не знаю, что получится, но вижу палатку, вижу скотч. Больше пока ничего не вижу. Если по 3 человека, это уже будет интересно. Надо двуместка, да? Не, палатка двуместка. Я в шестером двуместной палатке спал. Ты мне рассказывай. Даже при всей непогоде можно нормально отдохнуть. Почему бы нет? Вон, кто-то отдыхает возле костра. Олежка, что такой хмурый? Есть пару вопросов в бане. Пару вопросов в баню задавай. Баня ответит. Баня 3 на 3 вместительности. Кончайте быстрее. Кончайте. Нижний слой вытяни. Нижний слой вытяни, вот. Возьми, вот так вот, вытяни, все. Хотелось бы посмотреть, что будет в конечном результате. Если что, мы обязательно вам покажем. Друзья, вы видели баню на плоту? Оказывается, возможно и такое. Обыкновенная палатка. Просто немного обмотали скотчем. Что в бане? Что у нас в бане? Сейчас пока жару не подали. Обыкновенный котелок. Чугунок, вернее. С раскаленными до красна камнями
на костре. И вот это будет сейчас баня. Баня на плоту. И это будет круто. Цензура пошла. Цензура пошла. Все. Так. Все. Сейчас можно без цензуры. Венчик туда. О, пошел пар. Пар пошел. Лови его, Олег! Жопой садись, чтоб не уходил. Я одеваюсь наоборот. Холодно. На улице холодно, мороз, а людям жарко. Вы еще низ не закрыли, специально не закрыли? Ну, палатка теплая, горячая. Как, Виталий? Ну, если честно, хотелось бы лучше, но тоже тепло. Тоже тепло, но не жарко, да? Сейчас увидим. Вам надо было просто еще не холодной воды, а горячей воды, чтобы на камни подливать. Вот такая вот бухлоплотская баня. Алексей, ты что, не хочешь в баню? Нет? Ну-ка на холодных камнях хоть посиди. Давайте кипятком хоть подавайте. Нету? А мы, короче, попробовали так фиксировать. Да. Ну, не так, да. Мы сами делаем, короче, Затея, конечно, интересная, но... Не жарко, да, Виталь? Если бы не уходила наверх, было бы вообще сказочно. Жара хватает. А, сверху уходит? Да. Надо было нам здесь закрыть и все, изнутри. А где ее взять, брат? В общем, есть кое-какие недочеты, но сама задумка очень интересная. И почему бы нет? Пропотеть, сполоснуться. Но для этого, конечно, нужна теплая, жаркая, по крайней мере, безветренная погода. Если бы не было ветра, можно было просто все это сделать красиво. Но этот ветер, не скажу больше ничего плохого, потому что у природы нет плохой погоды. Вон. Человек попарился, купается. Молодец! Купается! Ура! Не то, что мы в одежде, да, правильно? Говори-ка, я тут наоборот одеваюсь. Молодец! Красавчик! Охуенно, да? В здоровом теле здоровый дух. Надо изнутри. Закрыть еще вот этот вверх. Было бы классно. Молодец. Вот так вот надо. Ну, во всяком случае, это свершилось. Да. Как вода-то? Вода хорошая. Как от вода на черт, от закона, где вы оседали награды. Что, зяблики, замерзли? По родной стороне. Отдых продолжается. Точно так же, как продолжается ветер, который нам не позволил продолжить наше путешествие. Парни, все так, наверное, лучше слышно.
который нам не позволил продолжить путешествие. Ну пусть дует. У природы нет плохой погоды. Пофиг. Все пофиг. Отдыхаем. Душой и телом. Пусть не погода, пусть ветер. Главное, мы не теряем надежды, что все успокоится, и мы продолжим сплав. Все будет, и мы это сделаем. Материмся! Берега, берега. Берег этот и тот. Между ними Ваняк! Между ними река. Ванька, Моей жизни течет. я вот тебе оставил покушать, не хочешь? От рассвета течет. И до тризны. Понимай, вы что ответите меня, ребята? Моей жизни течет. От рассвета течет. И до тризны. За настоящих друзей! С праздником, Россия! С Днем России, друзья! Днем России, друзья! Так, ладно. Попробуем еще одну попытку спасения нашего плота. Ветер немного утих. Время сколько? Так, вот чтобы трос не выскальзывал, сделаем вот такую петлю. Мертвую петлю. Вот так будет держаться удобнее просто, хотя бы. Удержишь или как? Или мне? Коми рыбак по ряде в натуре тебя не идет, устроил. Уже лодку с мотором отжал где-то нахуй. Да я стою. Я просто, чтобы не путались. Да нормально, я здесь держать буду. Давай канистру сюда. Вот канистру. Она не мешает. Да, дай мне ее. Какая канистра? А? Вот эту канистру. Да она не мешает. Нет, она мне нужна. Зачем? Уходим! Уходим. Давай, Андрюша, прыгай! За борт, блядь, корабля! Зачем тебе она нужна? А, чтобы завязать? Конечно. Все, друзья, еще одна попытка. Вечер 12 июня. Ветер, немного снег. Еще одна попытка. А я держу. На мне пока еще все в руках. Я вообще держу еще в руках его. Наконец-то мы можем отправиться вниз по течению. Ветер немного стих, и наш бухлоплот отправляется вниз по течению. Ох ты, мама дорогая. Ты вылетишь, блядь.
Мир тесен, друзья. Не Сплав сплавом, ну вот смотри. На выче, где встретились, да? На вытек, где встретились. Канал Тяп-Ляп. Дамирджан. Мой друган. Собирались встретиться в воскресенье, встретились чуть пораньше. Погода нам получается Не очень. Погода не очень, но благодаря этой погоде мы встретились. Так бы мы давно уже там вниз пошли по течению. Уже ушли. Так что в воскресенье у нас встреча. Имейте в виду. Ну а мы отправляемся дальше. Если есть вопросы, выходи. Спасибо, друзья, за помощь. Мы едем дальше, вы остаетесь. Надеюсь, вы справитесь сами, да? Все. Ждать никого не будем. Все, пока. Кого вытащите? Вытащим вас отсюда. Да не надо нас туда, мы вообще-то отправились. Все, друзья. Скажем спасибо этому берегу. Генка, давай аккуратнее. Надо хоть руку подать кому-нибудь. Спиннинг дайте мне, пожалуйста, мой. Который твой? Какой твой? Какой твой? Ну, как приедем, Дамирджан, расскажем все, как было. Фу, вот, наконец-то мы отплыли от этого Бакина, до которого доплывали сегодня в 8 часов утра. Сейчас сколько? 8 вечера. Вон. На рассвете начали, на закате кончили. Класс? Тебе нравится такой поход? Включу его. А вы до кого планировали? До моста? Ниже? Еще От моста еще полтос. от моста полтос. Ниже сегодня, за один день хотели. Хотели до моста сегодня дойти. Ну, еще ниже Полтос. Завтра. Камера включи. Но это практически у нас получилось. До моста. Правильно? Тут Вы же не сказали, какого моста? Олеж, ну вот приближается пацаны берег. Ну, все понятно. Андрейка, скажи, все хорошо? Все просто очень офигительно, он сказал. Мы как бы хотели не говорить по поводу матов, но если когда вот такая природа. Вот сейчас Когда мы идем, мы- мы уже когда прошли вот- 10 И метров. когда вот ветра можно нет, вот снять вот это вот. Нет, вот закат. этот закат обязательно снимем. Вот так. И И скажи, вот слово, ну, кроме несколько слов. не подходит больше никакое. Вы поняли, да? Ну, Андрей Геннадьевич. я бы тоже так сказал, наверное. Ну, я так не скажу. Я просто Ну, скажу. очень красиво. Все просто очень красиво. Прямолинейность сама в данной ситуации. Я буду прав, Андрей Геннадьевич, или не прав? Встретили Дамирджана У сегодня. Олежа одно кольцо куда-то. Хотели встретиться. В воскресенье он сам нас нашел. Ладно. Потихонечку, потихонечку. Понтонный мост мы все-таки видим. Мне так кажется, что он нам будет сниться, бля, этот понтонный мост, от которого мы отошли. Я на... Надеюсь, он скоро резину, скроется. Вань. Планировали Воблера. пройти километров 50, да, сегодня, да? Как минимум. Резина это В итоге вышло 15, Хотели 30-ку пройти хотя бы. 30, а в итоге прошли 2, полтора, да? Полтора. Да, и то с Нет, туда-обратно километров 6 прошли. Да, туда, обратно. Туда, обратно, узец. Все, ладно. Теперь все вроде устаканилось. Посмотрите, друзья, на этот красивый закат. Передаем привет Дамирджану. Вот такой вот парнишка. Народ рыбачит. Ну а мы сплавляемся. Да? Все так, как в принципе и планировали, правильно? Конечно. Да. Рекламная пауза. И мать. Да, ну мы идем, Пашка, представляешь? Привет, привет, привет. Это вот, которая пишет тебе. Да-да-да. Мы потихонечку сплавляемся. Идем. Это у нас прямой эфир. Сейчас У сделаем. нас состояние. Сейчас сделаем. Сейчас потихонечку солнце устаканится, и мы Сейчас сделаем. сделаем. Ждем закат. Вот горизонт, вот солнышко сейчас устаканится, и мы сделаем. Да, у нас красота же должна быть. Да не мешает, он нам помогает. Нам ветер мешал целый день сегодня. Так что все. Скоро сделаем. Сел наш телефон. Село наше солнышко за горизонт. Но у нас есть еще энергия на нашей видеокамере.
У нас есть еще энергия у наших ребят. Да, Алексей? Причалили к берегу. Здесь будем ночевать. Как бы это смешно не выглядело, но мы ночуем через речку напротив города Сыктывкар, потому что дальше наш плот не плывет. Наш плот красава, но ветер идет против течения, течение которого очень слабое. В общем, готовим место к отдыху. Будем отдыхать. Ну а завтра посмотрим. По прогнозу ветер тот же самый. Скорее всего, дергаться не будем. Будем также отдыхать дальше. Что, друзья, доброго утра. Кто-то вчера говорил, что бухлоплот, там пьяная компания, все туда. Мы же не пьем. Мы просто нухаем. Давайте нухнем еще разик. За наш, Доброе утро. за наш плот, который... Не тонет никогда. Да. Зато, вон, Валяр, сними. За наш плот, который стоит на месте. Да, бензин даже не кончился. Ночью солярку только втащил туда, так все нормально. Все нормально. Плотик на месте, никуда не уплыл, и это радует. С добрым утром, друзья. Готов? А мясо же еще есть, да? Кто ответственный за шашлыки? Ну-ка, достаньте. Парень. Оператор котельный. Ну а что? Сидим, отдыхаем. Но если плот идет против течения, что еще делать? Белый Бакин мы вчера все-таки проехали. Ветер даже был ночью. Пришлось пришвартоваться на песчаном берегу. Напротив нас находится город Сыктывкар. Как и вчера находился. Ни до какого другого города мы не доплыли, к сожалению. Вот там находится Эжвинский ЛПК, до которого планировали мы вчера доплыть и переплыть. Вот они, трубы. Запашок идет прямо от них такой, не очень, так сказать. Сейчас посмотрим вот рыбачков, которые рыбачат. Не знаю, что они рыбачат, но походу они проверяют типа продольников что-то на перетяге. Леш ходил, говорит, мелких подлещиков поймали немножко. Ну что я вам скажу? Спиннинг кидал бесполезно, на Печоре бы все равно за это время при любой погоде что-нибудь да мы бы, наверное, поймали. Здесь хищной рыбы мало. Так что по прогнозам ветер не утихнет еще 2 дня. Ну мы если собрались такой дружной компанией, правильно, Иван? Если мы не на плоту, то на берегу. Ветер стихнет, поплывем дальше. Зато есть вариант, что наш плот никуда не уплывет, и на следующие выходные можно сплавать еще раз, правильно? Да. Кто за? Мы за, только, правда, жены за яйца так возьмут, что бесполезно будет. Какие яйца? Я думаю, даже к радости тому, что у нас как бы есть жена. Женам привет. Мы-то готовы раз в выходные, 2 выходные, понедельник каждый. А готовы ли они, да? А вот Ванька говорит, я говорит, лежу так, говорит, что, ну, блин, мне хватает только на 2 дня. Да нефтебазу-то нас точно отпустят. Нас тут проверить можно. Приехали, проверили. А у меня вот дома. Нефтебазу прикольно. Почему нефтебаза? Че, Витал, ты решил поскучать сегодня?
Догадайся, Вот уж день второй идет. Плот наш вовсе не плывет. Вот и сказочки, конечно. Ну, мы кушать продолжаем. Мясо жарим. Уху варим. Вот, вы думаете, мы вчерашнюю рыбу выкинули? Нет, конечно, вот. Самый крупный окунь у Алексея. Поменьше тоже у него. А где, кстати, плотва? Я плотву не нашел. Олег же отпустил. Он ее съел. Олег ее съел. Это Иван. Лучше здесь, лучше. Это лучше здесь. Все, что здесь, это я. Наш повар, повар-кок. Кок на корабле. Скоро чебуреки будут. Ответственный за гальюн. Андрейка. Андрейка. Так, тогда я предлагаю, если мы Наши пушки снаряжены? расположились на стол, наши пушки не то что заряжены, они заряжены так, До понедельника. Есть еще порох в пороховницах? еще бы я бы сказал, на много времени хватит на наших пушек. Я не буду загадывать там день, два, три. Снарядов хватает. Так что мы бац-бац и в точку. И мимо. Наш бухлоплот всегда стоит. Такая остановка. Ну что поделать? Поймешь, куда у нас кнопка. Да. Но мы не унываем. Наше плавание продолжается. Для нас информация. Даже если бухлоплот стоит на месте, то бухлород работает. Да, Олег? Скажи, все правильно? Все правильно. Ты довольный? Ты довольный, говорю? Олег-то, конечно, довольный. К нему вчера русалка приплыла. А мы тут сидим, облизываемся весь вечер. Вот так вот. А какая-то А к нам русалка? Гена крокодил в палатку залез. Олег спал с русалкой, а мы с крокодилом. Конечно, еще мы будем быть недовольны. Блядь, я вообще-то спал с таким человеком, которому лучше я не буду говорить. Который Это не человек. совсем не человек. Вот с такими вот шутками, прибаютками продолжается наш день. Не, насчет крокодила я не шучу. Вышли с бухлоплота, сели возле бухлокостра, принимаем бухлонапитки. Мы не святоши, потому что кое-кто их принимает и просто молчит, тупо молчит, говорит, я хороший, я такой, я вообще не Я с тобой согласен, да. Все Что мы делаем, то показываем. Наша жизнь вот такая и никакая не другая. Наша жизнь это жареное мясо, уха у костра, с дымком, рыбацкий напиток. Как говорится в басне, лучше 100 лет есть мясо, чем 300 лет питаться падалью. Правильно, друзья? добавлю, Ген. И в понедельник, друзья, все пойдут на работу. А сегодня только суббота. Поэтому мы здесь до воскресенья. Следующего. Все нормально, вот так и живем. Следующее включение будет скоро, через пару часиков. Возможно, будет листья. Да, он сказал, все, отсюда, я отвезу. Что, можешь это помочь, ребят? Только все такое не тяжелое. Если спросишь, какое-то блюдо найдешь. Ходи на плот, да. Это не тяжело. А что это, под что? Мясо Под все надо под сыр сейчас будет. фарши нарубленный. А там не надо их? Праздник продолжается. Несмотря на то, что плот стоит, уха варится. Иван, что готовишь? А я посуду буду мыть. Под контейнера, под все, под мясо, под сыр. Мяско жарится, мяско готовится. Большую сюда, чистую. Все прекрасно, у всех прекрасно настроение, голова не болит. Мы же не пили вчера алкогольные напитки. После рыбацкого никогда голова не болит, правильно, Иван? Геннадий. Чебуреки скоро будут еще. Скоро будут у нас чебуреки. Сыр ламбер вот. Поспел. С чебуреками? Да.
А мы можем чебуреки Скоро мы еще с увидим. сыром сделать, да? Вчера посадили редиску, вот она уже выросла. Все прекрасно. Мы, короче, как решили? Дует ветер, плот не плывет. Ну и ладно. Нет, плывет только не туда. Да, не в ту сторону. Будем отдыхать на берегу. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Результат будет тот же. Наш плотик. Сыктывкар. Я сейчас спрашивал мясорубку, ты не взял. Я? Родители ее подачи. Надо мелко нарезать просто будет. А что я Слышишь? сейчас делаю? Леха, Валера. Че? Да, я, конечно, ну все понимаю. Но это сделать сможете только вы. Воду принести? Да. Валерон, принеси, пожалуйста, воду. Нет, он вдвоем-то охуел, что ли? А эту я один принесу. Не матерись. Кого, бачок? Олежка проголодался. Все равно все готовится, мы все равно уже здесь. Калории потрачены. Я пока посмотрю. Обязательно, Генка, снимай. Это называется беляши по-нашему. Беляши по-нашему. По-бухлоплотски. Мясо рубленое. Не на Не на мясорубке, не фарш. мясорубочке. Рецепт расскажем позже. Так, вот. Можно под сыр помочь чистенько ложить. Ты какая есть по сыру? Нет, это все. А пусть туда там, не надо там. Дай сюда. Не пачкай. Все, это все моя посудина. Тоже вкусно. Пока не пачкай. Сюда. Я помою, посуду. Это я брал посуду. Всем пока, друзья. Рекламная пауза. Всем добрый вечер. Добрый день. Громче говори, ветры. От ветер несет. Короче, в общем, за то, что был позитив всегда. За то, чтобы друзья всегда держались вместе. За то, чтобы никогда мы не чувствовали себя гондонами. И вы, кто смотрит, никогда не чувствуете себя гондонами. Потому что, блядь, жизнь шла так, как она идет. И никогда не сдавайтесь, нахуй, и не, блядь, продавайтесь. А, и ешьте красный перец. Вот этот зарядил. Посолили? Нет. Кого? Перец? Масло посолите. Масло меняем? Масла нет, масло добавляем и подсаливаем. Давай, я сейчас. Только сейчас сковородка упадет. Немножко ее глубже туда продвинуть. Подожди, картошку. Что такое? Дай сюда Я нормально Да выступил. сковородка сейчас упадет. Что ты переживаешь? Короче. Не пальцем делаем. О, смотри. С огоньком. Дай сюда. Соли не добавили, добавьте соли немного. Ваня. Новая порция пошла, добавьте соли. Смотри, уже пусти перец. Вот так и, друзья, живем. Картошечка жарится, беляши готовятся, стол накрывается. Пусть ветер, главное не дождя, прекрасная погода. Наш бухлоплот стоит, ну и пусть стоит. Картошечка просто изумительная. Далее. Бомба! Бомба! Опыт не пропьешь, правильно? Не пропьешь. Макдак отдыхает. А, ну она уже старелась. А бульон тоже, да? Да, буду знать. А это все, что картошка, морковка, там это все рыбы. А ты что, раньше, Ваня, этого не знал? А, ну, Ты знаешь состав ухи? Рыба, соль, вода. теперь знаю, Геныч, я это, ну, блядь, честно. Для нас уха это в любом случае картошка. Ну лучше, можно еще лучок, лаврушка, укропчик можно еще свеженький вот это, да. Укропчик можно свеженький еще. Ивана вы уже видели.
Это лучшее все, что здесь есть. Жареную картошку вы тоже видели. А вот беляши на природе вы еще не видели. Чебуреки. Чебуреки. Вот у нас тесто для чебуреков. Вот у нас готовое мясо. Не фарш. Фарш, рубленый фарш. Рубленый фарш. Заколебали, да? Все шикарно. Решили все-таки чебуреки делать, да? У нас шикарный стол. Шикарная компания. Шикарная обстановка. Шикарное настроение. Ну и пофиг то, что ветер. Пофиг то, что наш плот не плывет по течению. Пофиг то, что мы стоим на берегу, стоим на месте. Главное, всем хорошо, все отдыхают. Встречаемся редко. Надо, друзья, надо. Олежка вот вообще цветет и пахнет. Согласен. Довольный как ежик. О, вообще. Спал как... Костерок. Бухлоплот. Спасибо бухлоплоту. Если бы не бухлоплот, такого всего бы не было. Нет, конечно, да. Так что, друзья, все отлично, все хорошо. Отдыхаем. Отдыхаем душой и телом, и мозгами, и вообще расслабляемся. Тоже надо, не забывайте. Будете забиты, забьется все. Расслабляться надо. Обязательно. А где у нас еще один пузырек? Ну да. На плоту? Все на плоту. Вань. Так, Леша, сходи хоть это. Вот у меня пустой. Что делать, до плота? Да, за рыбацким напитком. Вот, я про это и хотел сказать, Олег, да. Только приедет команда. Каждый занимается своим делом. У каждого свои обязанности. Больше всех устал Олег. Нет, Андрей. Работал всю ночь. Работал всю ночь. И Ваня. Никто не знает, что сказать, потому что материться нельзя. Все молчат. А материться же нельзя, да, пока? Нет, пока нельзя. Тогда помолчи. Олег, это, блядь, просто в такую точку сказал. Реально, не знаю, Как слова-то связать? На маленьком плоту сквозь бури, дожди, грозы. что думаешь, это что нужно. Да, Ген? Да! Вам или нам, блин? А мы думаем о чем? А чего готовы сам? Ген, На бутылок 5 чё осталось. Ты все перепрятал? Еще есть где, да? Ген, я тебе... Ген, ты делать? я другого слова не подберу никогда, кроме А зачем слова попросилась у тебя? «охуенно». Да. Если у тебя есть Других целый слов не флакон, будет. зачем еще мы несем? Ладно, тельняшка, иди. Виталий Николаевич, вот молодец. Сразу видно, чей брат. Подожди. Это две. Весь в кого еще скажи. Посмотри на Андрея Геннадьевича. Скоро будет. Хороший ты сейчас умрет. Скоро будет, друзья. Да. Пусть дойдет. Геннадий Геннадьевич, Да. заснимите, пожалуйста. Этот человек сказал, что я через час умру. Раз, два, три. Не умер? Он не умер. Вот. А потом пусть он ответит, как через час проходит его корабль, вот, который там ходит каждый час. Он уже вон 3 часа прошло, он все еще идет. Так он уже туда-обратно сплавал. А, ну да. Для непонятливых объясняю. Ребята поспорили, через какое время проходит корабль здесь. При мне, блядь. Корабль Калоша. В Усинском, парни из Усинска. Скоро, очень скоро у нас будет вот такая вот, друзья, вкусняшка. Под названием беляши. Чебуреки. Чебуреки. Чебуреки с рубленого мяса. Балдеем. Чем не рай на земле? Рай есть и на земле. Наш бухлоплот всегда стоит, против ветра он не плывет. Ну от этого хуже не становится. Все прекрасно. Наш бухлоплот свое дело сделал. Как минимум, он собрал всех нас в одном месте. Мы приехали за 500 с лишним километров, 570 где-то километров мы приехали. Я не пропущу. Если бы не бухлоплот в такой компании, вот именно в этом месте, мы бы не сидели. Так что свою роль бухлоплот
выполнил на ура. На ура. Вот он наш бухлоплот, и слава ему. Слава российскому флагу, слава флагу Республики Коми. Слава. Эта поездка была запланирована, предназначена ко Дню России. День России был вчера. С праздником, Россия! Ты самая сильная, ты самая любимая, ты самая могучая. Мы лучшие. Тихо, 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 тихо. Все, пошел. Вот он, час Х. Как 3 слова связать? Сейчас будет очень вкусно. Вот это чебуреки. Кипящее масло. Поэтому такие ролики не очень разговорчивые получаются. Виталь, состав делись. Рубленое мясо. В мясо добавили чеснок, укроп, кинза, петрушка, сыр. И Соль по вкусу. Тут мука. И вот скоро вот получится вот такая вот вкусняшечка. Ну кто еще на костре готовит чебурек? почти на плоту. На плоту, да. Все это было запланировано сделать на плоту, но, к сожалению, ну вы уже в курсе, конечно. Вот ветер. Обратите туда внимание, цвет. Цвет, сейчас как он будет меняться, этот цвет. Просто красава. Блять, все кроме мата. Маты, блядь. Тихо, 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 тихо. У нас тут чебуреки жарят, а вы материтесь. Вот и меня забыли. Ну, коллежка, посмотри, кто там звонит. Кто там, кто там? Кто там, кто там? Славка Фишинг. Да, Славян? Здорово, Слав. Да нормально, Слав, бухлоплот в норме. Стоит на берегу, ветер не попутный нифига. Ты на записи, Слав, так что это Славян, друган мой, тоже канал Сыктывкар Фишинг 11, так что ссылочку смотрите в описании. Как раз мы чебуреки жарим, Слав. Ага, ну я вижу, Ну, как получается, в принципе, может и не надо все было, конечно, снимать, но... Да, я тоже так думаю. Показываем жизнь такая, какая она есть. Я считаю это. Как они? Сидят, показывают свою видео, а мы, Да. люди, нам нечего прятать. Нет. А мы, бродяги, мы поработали, мы отдохнем. Работали от души сегодня. Да. Картошку тоже посадили мы сегодня, слава богу. Да, Можно отдыхать. Дамирджан приходил ко мне вчера, видел Дамирджана. А как я это сырое мясо ем? Случайно, мы-то договаривались в воскресенье, а вчера к берегу подъехали, и Дамир там как раз подъехал тоже с семьей там туда на рыбалку. Правда, не отметили, говорит, пока никак, ничего, так что... Хоть так вот встречу вас, вы же ко мне не приезжайте, придется ко мне к вам приезжать. Готов, да? Приеду в июле. Готов? Нет, в июле. В июле. Что, мясо не готово? В июле. Вот в июле приеду. Ты только заранее давай, чтобы я Печору не умотал. Понял? Все, заранее договариваемся и приезжаешь. Так что чебуреки наши будут на нашей реке. О, на вашей реке рыбы что-то мы не видим. Хотя 3 окуня мы поймали, Слав. А плотву что, не поймали? 3 окуня и плотву мы поймали. Уху сварили сегодня, вычегодского окуня. Стоп, а кто третьего? У нас больших рыб нету, я вам тоже говорю. Ты вон у меня как-нибудь посмотри мои видосы последние. Да я смотрю, Слав. Я мельком так гляну. Кто еще одного выводил? Везде. 108 штук вытаскиваю. Не, Все маленькие, я их обратно отпускаю. Жрать нечего. ну понятно. Не, там нормально. Так что приезжай порыбачим, друг. Два поймали, третий, но он пошел. Ну давай, Гена, что? Давай, удачи там, давай, весели народ. Ага, Весели, порадуй. Весели. Давай, Давай, Славян, давай, все, пока. всем привет. Только что поговорили с другом, блогер из города Сыктывкар, с нашей республики. Коми, столица. Вот он здесь живет, в этом городе. Славян.
Славка. Молодой канал. Сюда тогда они горячие же будут. Обязательно оставлю ссылочку в описании этого ролика. Посмотрите. Человек открытый, добрый, без всяких понтов. Показывает все как есть. Ну, в принципе, то же самое, что и мы. В принципе, договорились, что он приедет ко мне в июле на нашу Печору. Будет рыбалка. Я надеюсь, будет интересно. Ну, а пока у нас чебуречки полным ходом занимают свое место. Скоро будет тот. Для чебуречка сейчас сделаем. Валерон. Делон. Мама сейчас посмотрит. Друзья, какой запах. Это просто изумительно. Это просто красиво. А вот он разрезной. Вот он. Вот он. У меня уже идет слюновыделение. Но это временно. Скоро мы его погасим. Скоро будет все красиво, друзья. И так будет до тех пор, пока не стихнет ветер. А стихнет ветер, мы на наш бухлоплот. И все-таки мы вот в ту сторону. Надеюсь, немножко. Ваня. Да. Я просто, друзья, хотел вам показать наши красоты нашего севера. Именно реки Вычегда. Сысолу я вам немножко показал. Это река Вычегда сейчас идет. А то все Печора. Ну не получается. Стоим на одном месте. Что-то меня река Вычегда не приняла. Ну и ладно. Примет в другой раз, значит. Если там металл, я не поеду, да? Сама идея вот такая. Сама обстановка вот такая. Друзья, вот такие. Встречаемся уже второй раз. Лешка-то ладно, племяш. Я его еще нянчил мелкого. А вот Лешкины друзья вот такие. Так что все нормально, все прекрасно, все хорошо. Отдыхаем. Чебуреки жарятся. Кстати, быстро, да? Буквально 3 минуты и все готово. Там горим. Ну, уберем, вот это уберем. Ты готов? К бою готов? Всегда готов. Все? Там больше... А, мясо осталось, все нет, да? Так, куда столько уже? А что с мясом? Что с мясом делать? Сковородочка. Чистое мясо, да? Может, крупа есть какая-то? Макароны есть. Ну, можно сделать. А, С соусом есть. Соус даже есть. Тушничок. По-флотски типа такого. Типа сделать. по-флотски. Мы же на флоте, бухлофлоте. Матросы. Камбуз есть? Андрей! Помаши ручкой. Ну, буду доставать третью ручку. Все хорошо. Андрей трехрукий. Все красиво. На самом деле, вот, надо снять этот Пуфик, да, футбольный мяч. волшебный. Ребята, это команда футболистов, Прямо засыпаешь сразу. команда спортсменов. Вы не думайте, что здесь сидят Так, ну что, просто идем к столу, нет? отдыхающие. Это все спортсмены, это все играют в футбол. Кто любит футбол? Поднимите руки. Ваня, вставай сразу. Кто футболисты? Ты скажешь, что не было ничего. Я Чё? футболист. Так, любят футбол все, а футболист только Олег. Я футболист. Я сказал мы, но, блин, никто меня не поддержал. Мы еще волейболисты, Ген. Мы Я еще... волейбол у нас- не очень. Мы ходим в волейбольчик пляжный Давай, играть. выключай. Пляжный волейбол. Пляжный. Команда как называется? Команды пока нету, но центр жара. Центр жара. Ой, Так что жаримся. пошла реклама. Буква Волт написал, а жару не написал. Зачем? В этом центре все Пошли не красиво. для этого.
Ну вот он, момент истины. Наши бухлофлотские чебуреки. Опять Ваня пожадничал. Съел раньше, чем выпили. Вот проснулся, спал. Давайте. Мы ждали их, да? Что, молока налил? Да. Они меня достали. Я как-то заикнулся, что обещал приготовить. Но пришлось. Виталий Николаевич мужчина. Да, это круто. Молодец. Мужик сказал, мужик сделал, не то что некоторые. Сразу понятно, Хотя это не про Троицких, но... сразу понятно, чей родственник. Да тут в основном-то Троицко-Печорск. Ну немного еще Так, там. одну вот уже выпили. Соседи. Усинск. налил Усинску еще передаю привет, Усинск. Ваня, Привет. передай привет кому-нибудь тоже. Красной горе. А это где Красная гора? Родом-то? Я Ты же Трескоед. Сойги. Трескоед. Что такое Сойга? Это центр вселенной. Ну это где он находится? В Архангельской области, между Коряжмой и Котласом. Между Коряжмой и Яринском. Да, я что-то не помню между Коряжским и Котласом. Скажи, привет, земляки. Привет. Ну а мы, ребята, с А где Троицко-Печорска. слово «Привет, земляки»? В основном. Так что кушаем печорские чебуреки на реке Вычегда. Правильно? Да. Чуть не сказал Андрюха. Виталий. Все, мой чебурек не трогайте, а то я пока снимаю, я чувствую, что мне до меня очередь не дойдет. Будем, друзья. За вас. Я думаю, Всем привет. Когда на мясо зайду. Всем большое спасибо за поддержку. Чебуреки могут быть, да? Будем. Будем жить. Витал. А жить надо красиво. Нет, ты не был уверен. Я? Если бы еще фаршик был. Да не, вот так дорублено даже вкуснее. А не, видишь, они масло убрал? Перегорают из-за того, что если бы фаршик быстрее готовится, а мясо рубленое дольше чуть готовится, из-за этого тесто перегорает. Ну получилось отменно. Рыбацкий напиток сели вчера, сегодня кушаем покупное. Толще, который он чуть-чуть. Конечно, ну что, ну, Сгоришь. Положи туда, что есть, то есть. Через 3 минуты он Вроде будет. тоже ничего. Дальше. Чебуреки отличные. Генка, главное, сними вот там одного человека, который только что проснулся. Я лучше поснимаю, как Олег кушает. Он только жрет, он больше ничего не делает. Да, только уже жрет. дочка ногу сломала, поэтому она... Зеленушечкой, как мы любим. Ческит? Скажи, зев ческит? Зев ческит. Правильно. Ческит? Забудь! Ческот. Не завидуй. Ваня, ческит? Ческит. Зев ческит. Зев ческит. Вкусно очень. В натуре зев ческит. Идет съемка. Я сейчас подготовку. Ребята, я хочу научиться играть на скрипке. Вот Да. это желание родилось у меня за эти 2 дня. Да ты уже умеешь. Я предлагаю вначале зуб ставить. Он уже на подходе. Там уже за все заплачено. Не, очень классно исполнено. Я вас не ем.
Заново. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Две мечты до печали стакан, воскреснув, допили до дна. Я не знаю, зачем тебе дам. Правит мною дорога луна. Ты не плачь, если можешь, прости. Жизнь не сахар, а смерть нам не чай. Мне свою дорогу нести. До свидания, друг, и прощай. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Лайла, хей, хаба, хаба, хей, хей. Так вот и отдыхаем, друзья. Здорово. На улице северная ночь, белые ночи. Отдыхаем хорошо. Вы про меня не забывайте. Осенней ночью за окном туман поссорился с дождем. И беспробудный вечер. Гена, давай бахнем прямой эфир и нормально споем песню толпой. О чем-то дальнем. Давай, какую неземном. Эту О чем-то прямой эфир, давай еще какую-то. просто коротенький прямой эфир. Которую все знают. Какую ты? Нет, твоя любимая, которую ты вот в коробке Когда запел. плачут свечи. Не, ну это песня у нас хорошо поет, здравия и Неземном. Я ее знаю, О чем-то я прям не знаю, а вот что-то... Так вот эти двое поют, нам с тобой только хлопать. Ну ты на скрипке играешь, а я похлопаю. Что, баску гитару читаешь? Только. Ну что ты? Да, сейчас, секунду. Исполнял, помнишь, вот такой. Сейчас панораму щелкну. Ну, из МС, Иногда при встрече, но иногда под вечер становится чего-то жаль. Мы вдруг садимся за рояль Вот это нравится песня? и зажигаем свечи.